Главные новости республики на ТНВ. Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня понедельник, 21 января, и мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева, приветствуем вас, желаем отличного начала дня, ну и рабочей недели. Надеемся, что выходные вы провели плодотворно, с пользой, замечательно отдохнули и готовы к новым свершениям. Кстати, сегодня, 21 января, один из самых необычных праздников – Международный день объятий. Предлагаю отметить. Поздравляем всех с этим праздником и друг друга тоже. Подарите близким и любимым людям свои объятия в знак теплого отношения к ним. Вот что мы приготовили для вас сегодня в нашей программе. Тема дня: быть ли в Казани татарскому музыкальному театру? Лазерная коррекция. Плюсы и минусы этого способа восстановления зрения. Приятного аппетита! Очередной рецепт в вашу кулинарную копилку. В России 2019 год объявлен годом театра, цель которого – сохранить и популяризировать лучшие отечественные театральные традиции и достижения, привлечь внимание к театральному образованию. В течение всего года в каждом городе пройдут важные международные и всероссийские мероприятия. Одно из них – это Всероссийский театральный марафон, который пройдет с марта по ноябрь. При этом городом его для начала выбран Владивосток, ну а завершится он в Калининграде. Очень логично, через всю страну. Ну а в нашей программе мы планируем рассказывать о театрах и театральных традициях нашей республики, об актерах и работниках сцены и тех, кто трудится вне ее. Сегодня расскажем о театре имени Тинчурина. Новое или хорошо забытое старое. В театре имени Тинчурина в ближайшее время возможны изменения репертуарной политики. В театральной среде говорят, что он может стать музыкальным. У нас очень много и музыкальных драм. У нас именно оставшиеся от Карима Тинчурина есть. У нас очень много тех произведений, которые раньше ставились. Мы вот попробовали поставить «Карапулат». Огромным успехом прошла премьера и дальнейшие спектакли, но нам нужно ставить спектакли именно нашим составом. Татарский музыкальный театр нужен, с этим сложно не согласиться. Тинчуринский был таковым еще на заре своего появления. Тогда Карим Тинчурин в содружестве с Аликом Сайдашевым создавали именно музыкальные драматические постановки. Вот в этом платье я 12 лет играла героиню в «Угасших звездах». Спектакль Карима Тинчурина «Угасшие звезды», Сарвар, моя любимая Сарвар. Очень приятно. Прошло уже почти 20 лет. 20 лет назад первая студия Карима Тинчурина, первые ученики нашего режиссера Рашида Загидуллина зашли, как свежая кровь, молодая кровь, в этот театр. И вот уже прошло 20 лет нашему курсу, первой тинчуринской студии 20 лет. В этом году мы отмечаем юбилей. Да и самый музыкальный актер татарских театров в Тинчуринском — Исламия Махмутова, Резида Тухватуллина и многие другие. Зульфия Валиева тоже нашла себя на эстраде. Нужно преодолевать свой страх и работать. В работе будет видно, в работе будет понятно, насколько это мы можем усвоить, насколько можем это преодолеть и доказать, что наши актеры Тинчуринского театра, поющие, танцующие и высокопрофессиональные артисты. Будет ли создан новый музыкальный национальный театр? Или эта миссия будет возложена на театр драмы и комедии? Покажет время. А пока труппа работает над новыми музыкальными спектаклями. О музыке в драматических театрах говорим с Фуатом Абубакировым, заведующим музыкальной частью театра имени Камала, дирижером оркестра и народным артистом Республики Татарстан. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, мы сегодня театр рассмотрим с необычной точки зрения, с точки зрения музыки, звукового наполнения. И мы знаем, что когда люди приходят в театр Камала, они зачастую слышат что-то музыкальное. То есть они сразу в музыкальную атмосферу окунаются. Уже в фойе появляется музыка. Во-первых, для нас это
в общем-то, как традиционно уже. С первых дней в театре в фойе звучала музыка. Мандолина, скрипка и гармошка. То есть живая музыка звучала? Живая музыка с 1906 года, со дня первого спектакля в фойе вот такой состав играл, и люди приходили, если это была драма или трагедия, игралась музыка, соответствующая этому. Если это была комедия, игралась Баламишкин и прочие веселые. Вот таким образом зрители всегда готовили. И сейчас мы возобновили эту традицию, можно сказать, сначала очень осторожно так было. Сейчас, 10 раз в месяц мы встречаем зрителей в фойе. И это довольно интересно наблюдать. Бывают спектакли, когда приходят, почти в валенках, можно так говориться, люди. Мы замечаем это, создаем им свою атмосферу. То есть мы играем больше татарского, больше народного, больше... Но если я вижу, что краем глаза, что покупают много наушников, берут наушники, и зритель более-менее подготовленный, мы можем... То есть вы на месте ориентируетесь сразу? Репертуар такой, что мы можем в любой момент сыграть «My Way» там, или «Утомленное солнце», и тут же «Хозан Кишляря», или «Зату», или... В общем, мы стараемся... Когда мы играем популярные татарские песни, я вижу... Люди начинают петь. И когда они начинают петь, я уж подсказываю слова первого куплета, стараюсь там что-то второго или третьего. Мы как-то живем вместе. И вдруг появляется пара, они откуда-то из Москвы, и всегда стараются подладить. И тогда мой репертуар только на них. Пара совершенно обалденная, они танцуют от танго, фокстротов и кончая, все. Они, видимо... Активные зрители такие. В кружок ходили. И они с удовольствием это все, и зрители аплодируют. Вот такие моменты, я думаю, они незабываемые. Зритель уже в зал приходит с хорошим настроением. Независимо от того, трагедия сегодня или нет, но создать театральную обстановку, вот мы стараемся так. Музыкальных живых спектаклей у нас сейчас не очень много, но когда оркестр в яме, то есть это уже в зале, когда люди заходят в зал, там тоже звучит музыка? Как бы продолжение этого, я прошу музыкантов садиться немножко пораньше, и вот каждый начинает там в яме играть. Если вы помните этот анекдот посла какого-то африканского государства, что вам больше понравилось? Он говорит, первая музыка. Но ему говорят, увертюра. Нет, первая музыка. А оказывается, вот оперный оркестр разыгрывается, как и настраивается. Играл кто что хочет. Там такой хаос, один на самом деле. Один сивильского цирюльника соло учит, другой это. И вот мы вот такую атмосферу первой музыки мы создаем эти 15 минут. И, в общем, я думаю, что зритель приходит... Бывает, извините, такое сравнение, как на поминке. Они шепотом разговаривают. А если оркестр встречает один сивильского цирюльника, там все такое, зритель уже из фойе, если в фойе они были, они заходят уже на другой праздник. Поэтому я думаю, эта традиция продолжится, и мы обогащаем репертуар. Вот сейчас норвежские дуэты там. Что люди говорят? Как люди вообще реагируют? Что спрашивают? Вот я вам скажу, как они реагируют. В кассе покупают билеты, если живьем, если не через это. А сегодня будет? А в этот день будет в фойе? Я не знаю. А кто знает? Вы повесите сюда расписание, когда в фойе играет... А это только знаю я и замдиректора, который назначает... То есть сохраняете интригу. Вот придете и узнаете. Интрига есть. Но мы хотим, когда аншлаги, когда суббота, когда воскресенье, когда настоящий театрал казанский приходит, мы его таким образом встречаем. И когда много наушников... Стараемся так очень подстраиваться под это. Хорошо, значит, мы пришли в театр, зарядились сразу музыкальным настроением. Да. Что ждет уже в самой постановке? Какая музыкальная наполняемость? Если не брать в расчет мюзиклы, когда музыка как бы это вот самое основное, да? Музыка в других спектаклях, она прописывается сразу, она появляется по ходу написания сценария или в самом завершении подготовки? Во-первых, автор приходит, приносит пьесу, и я стараюсь всегда перехватить первый экземпляр, чтобы быть в курсе. Режиссер иногда не говорит, кого бы он хотел видеть. А есть режиссер, который приходит со своими композиторами уже. Но хочется знать, что это за композитор. Бывали случаи, когда режиссер говорит, я вот хочу этого композитора. Приходит композитор, а он не приходит, он звонит. Я говорю, приходите, Татарский театр. А где это? Понимаете, уже первый вопрос, это настороженность. Он приходит.
берет пьесу, читает, приходит совершенно не зная наш театр. Он не может отличить Шарафеева от Тазидинова, Исангулову от Ихсановой. Вы меня извините, с таким композитором еще предстоит работать ведь. А если он не знает диапазона Гаухар Камаловой, как в свое время, она говорит, я пою, а у нее диапазон 5 нот. И как уложиться, и вдруг она получает арию. Да, вот, кстати, не все артисты хорошо поют, скажем так, профессионально, да? Вот как с этим? Вообще, я придерживаюсь такого правила. Не поющих актеров нет. Не бывает, да. Не бывает. Бывают такие случаи, когда актеру еще со студенческих лет внушили, что вам не светит оперетта, мюзикл и все такое. Но в процессе работы вот в нашем театре вот были такие случаи, когда человека по башке били, что он не музыкальный, но выходит на премьеру и с микрофоном умеет обращаться, и текст весь понятен, и самое главное, у нее получаются свои мелизмы, или у него, и... И что дальше бывает с такими актерами, поющими и не поющими, мы узнаем после небольшой рекламы. Оставайтесь на ТНВ. Продолжаем говорить про театр, а точнее про музыку с Фуатом Абубакировым, заведующим музыкальной частью театра имени Камала. Мы остановились на теме, что у нас все артисты априори должны быть поющие. Это мы запомнили, зафиксировали. Следующий вопрос, который у нас возникает. Из музыкальных спектаклей, из театральных постановок, есть ли какие-то песни, которые уходят в народ, и вы их слышите, ну вот, в народе, на других площадках? Я не могу сейчас вот сразу сказать, что это можно концерт из этих песен собрать, но то, что уходит в народ, ну, и если у меня больше 100 спектаклей, допустим, оформления и композиторской работы, то театральные песни – это такой специфический инструмент, который вот в спектакле, его выдергиваешь из спектакля, и он теряет вот то, что он... Смысл, да, который нес. Поэтому, ну, 2-3 песни моих, наверное, вот, можно сказать, пошли в народ. Из других спектаклей, вот, например, Жан Кисяк Каим, оттуда вот в народ пошли. Из Бичуры у Азата Хусейнова хорошие песни. Моя песня «Зангар Ханграулар», «Ахрамашкалар» – это все песни спектакля. Но они, эстрада у нас сейчас немножко в другом направлении идет. То есть театральная песня, она и есть театральная песня. Она чем хороша, что ее нельзя испортить, ее вынося на эстраду, чтобы вот такого не было. И вот я люблю театральные песни за это. Ну и еще один вопрос. Вы как заведующий музыкальной частью, я думаю, сейчас чувствительно воспримете его, но тем не менее. 21 век, где-то еще сохраняется живая музыка, а где-то уже побеждает электронная, компьютерная и так далее. Расскажите, пожалуйста, свои эмоции, свои ощущения от этого конфликта. Какие ощущения могут быть? Приходит пьеса в театр, я читаю, я думаю, их бы вот так. И вдруг приходит режиссер со своим видением, не с композитором, со своим видением. То есть человек, который в интернете свободно плавает, у которого информации миллион, у меня такой информации нет. Ну, во-первых, я не очень дружен с интернетом. И думаешь, и он показывает, какие фрагменты он бы хотел вставить в спектакль, а я знаю пьесу, и на первый взгляд я не вижу, что это интернетная музыка, но на премьере оказывается, что это такое попадание в точку. Органично. Это, я думаю, ну, это безграничные возможности у интернета, и поэтому я полностью приветствую это. Несмотря на то, что у нас кусок хлеба, вот, как говорится, я хотела вот об этом сказать. Кусок хлеба у нас отнимают, и вот сколько молодых композиторов у нас в Союзе композиторов, и мы не можем воспользоваться их услугами, потому что режиссеры приходят со своим видением. Ну, приведи ты композитора. Мы его расколем, мы посмотрим, что он, как знает театр, что можно ему предложить. Работать с композитором. Ну, приходит, он не знает содержания последних 3 премьер, как Марсель Хакимович задал вопрос одному композитору, который пришел и говорит, почему? Он говорит, содержание 3 премьер. Нет, а кто такой Ихсанова? Показывает фотографию. Кто Исангулова? Не знает. Тазидинова не может отличить это. Он говорит, а дайте мне абонемент. Ну, вы меня извините, если ты не знаешь, в какую сторону служебный вход открывается, дай тебе абонемент. Это важно попасть. Туда не попадешь, да? Нет, туда только надо ботинки. Понятно. В общем, театр – это такая
сложная организация, и я даже удивлен, что вы сегодня начали с одной афиши, то есть сначала режиссер, художник, потом только Да, вот это потому что самое интересное, потому что про режиссеров, художников это известно. Для меня и для других завмузов это большая честь. А ведь были времена, когда не во всех театрах, вообще ни в каких театрах оркестра не было. Слава богу, я работаю в этом театре 54 года, 50 лет. После Сайдашева 20 лет не было оркестра. И вот в этом году исполняется 50 лет новому оркестру Татарского академического театра. Кстати, поздравляем вас с юбилеем. Спасибо. Ну что ж, спасибо вам большое, что рассказали нам интересные истории, интересные такие фишечки, которые не сразу мы замечаем, но тем не менее желаем процветания вам, вашему творчеству и театру, конечно же. Театральные звезды, мы про них уже поговорили, а теперь поговорим про звезд, которые где-то там летают. И гороскоп нам предсказывает. Внимание, первые 6 знаков. Светлана, начинайте. Итак, овнам стоит проявить побольше энтузиазма в начале дня. Поездки, важные визиты и другие активные целевые мероприятия лучше не затягивать. К вечеру нужных вам людей может не оказаться на месте, и ваша энергия будет постепенно сходить на нет. Сегодня тельцам будет нелегко сосредоточить внимание на одной проблеме, ведь вокруг слишком много ярких впечатлений. Вплоть до ночи вас могут преследовать те или иные искушения. При этом победа в борьбе с ними вам отнюдь не гарантирована. Близнецы вплоть до ночи будут зависимы от собственного настроения и текущих нужд. В течение дня ваше внимание все чаще будет рассеиваться, вы можете начать попадать в глупые ситуации или делать случайные ошибки. Звезды советуют поддерживать контакт с единомышленниками, если не напрямую, то хотя бы мысленно. Астрологические влияния этого дня подтолкнут раков к обсуждению с любимым человеком текущей ситуации. Наиболее правильная тактика – это поиск баланса, интересов и доброжелательность. Одиноких раков окружат знаками внимания страстные поклонники. Сегодня для львов важна поддержка друзей, но скорее в общем, чем в каком-то конкретном деле. Чувствуя контакт с ними, вам будет веселее заниматься рутинными делами, общественной работой или творческим поиском. Вряд ли в этот день девы сами знают, чего хотят. Но почему-то уверены, что об этом догадывается любимый человек. Постарайтесь не усложнять отношения из-за вашего переменчивого настроения. Если вы пока одиноки, приложите для реализации своего плана всевозможные усилия. Ну что ж, прогноз для первых 6 знаков зодиака озвучен. Вторая половина гороскопа в конце программы. А пока поговорим о таком методе лечения, как лазерная коррекция зрения. Кому и в каких случаях она показана, узнаем прямо сейчас. Очки в хорошей оправе – это модно, но не очень уж удобно. А как хочется видеть мир четко и ярко. Сейчас это легче простого. Поможет лазерная коррекция зрения. Коррекция зрения показана при близорукости, дальнозоркости, гиперметропии, и астигматизм. Когда он не коррегируется, мы можем помочь с помощью лазера. В зависимости от методик коррекции операция возможна при близорукости до минус 15 диоптрий, дальнозоркости до плюс 6 и астигматизме не более 6 диоптрий. Оптимальный возраст от 18 до 45. В более старших возрастах повышен риск развития возрастной дальнозоркости. Мы проверяем зрение дважды до капель и после капель, расслабленная мышца. Мы проверяем толщину роговицы, мы смотрим, нет ли на глазном дне какой-то патологии. Поэтому, чтобы операция прошла успешно, сначала проводят полную диагностику. Ведь тем, у кого глаукома, катаракта или воспаление, лазерная коррекция зрения противопоказана. Здесь мы исследуем толщину роговицы, прозрачность сред. Мы узнаем, можно ли вам сделать коррекцию зрения. Пожалуйста, поставьте сюда подбородок, лоб прижимайте вперед. Лежать в больнице нет необходимости. Если пациент заранее позаботился об анализах, процедура восстановления зрения при помощи лазерной коррекции выполняется в режиме 1 дня. А это вот эпителий и строма роговицы. То есть все операции, они проводятся в строме. Результат лазерной коррекции не изменится. Этот факт доказан временем. В мире уже проведено более 5 миллионов таких операций по современным методикам. И все успешные. В истории лазерной коррекции не было ни одного случая потери зрения после этой процедуры. Вот на таком высокоточном фемтосекундном лазере проводятся современные операции по лазерной коррекции зрения.
Здесь мы занимаемся коррекцией зрения методами ФРК, LASIK, FemtoLASIK, RelaxFlex и Smile методика. RelaxSmile – самая современная методика на сегодняшний день с небольшим разрезом от 2 до 4 мм. Лентикула выкраивается внутри, получается, роговицы, создаются небольшие фемтолазером пузырьки в толще, и доктору только нужно извлечь это, и человек уже сразу видит. Пациент может сразу приступить к работе на следующий день уже. На следующий день можно и спортом заниматься, так что послеоперационный период длится всего сутки. Коррекция Smile длится от 15 до 25 секунд. И человек не испытывает никаких болевых ощущений, все происходит очень быстро и безопасно. Анестезия применяется капельная. Мы закапываем пациенту 1 каплю перед тем, как завести его в операционную и на самом операционном столе. После операции пациент остается в палате в течение часа, затем ему рассказывают, как ухаживать за глазами, выдают набор капель, и на следующий день проводится контрольная проверка зрения. Важный момент: в течение 7 дней до диагностики нельзя носить линзы, пользоваться парфюмерией и пить алкоголь. А в день операции никакой косметики и накладных ресниц. Детские психологи говорят, что примерно с 7 лет дети могут смотреть телевизор самостоятельно, без присмотра взрослых. Но вполне допустимо и где-то в 4 года посадить ребенка одного смотреть, например, мультфильмы. Если в выходные он проснулся очень рано, а родителям еще необходимо поспать, нет ничего страшного в том, что он посмотрит мультфильм или детскую передачу. Хотя постоянно использовать телевизор вместо няни, конечно же, не стоит. Ну и, конечно же, обращайте внимание на возраст, который рекомендуется при просмотре той или иной программы. Это важно для здоровой психики ребенка. Сейчас мы расскажем, какие программы наш телеканал приготовил сегодня для просмотра. И дадим рекомендации по возрасту, когда это можно делать. Только звони, предупреждай. Будешь приезжать, играть с ней, если хочешь, конечно. Что значит предупреждать? Что значит договариваться? Ты сама оставила мне ребенка, когда ушла к своему этому. Мам! Что здесь происходит? Вам помочь? А вот папаша моего ребенка напился, а теперь лезет в квартиру. Что значит напился? Я вообще не пью. К Маше обращается клиент, которому бывшая жена не дает общаться с дочерью. Народный юрист быстро выясняет, что в этом деле не все так просто. Но на этот раз ее методы работы выходят за рамки обычных. Маша в законе. Смотрите сегодня в 9:00. Это тебе привет. От моего шефа. Щенка твоего так отметили. Если еще раз с Пахомовской дочкой увижу, осколков не соберешь. Что с Костей? Где он? Я тебя предупредил. Мать запрещает Косте встречаться с дочерью Пахомова. Внезапно он появляется в кафе Марины и делает ей неожиданное признание. «Русский шоколад» смотрите сегодня на ТНВ. Самые непроходимые горы, глубокие озера, уникальные по красоте равнины и места, которые никогда не увидит обычный человек. Природа все еще скрывает множество загадок и чудес. Спешите разгадать их сегодня на ТНВ. Ну да, даже при просмотре телепрограмм, таких интересных, какие мы предлагаем, не стоит расслабляться, а внимательно следить за красивой осанкой. Как ее выработать, сейчас узнаем. Доброе утро, как у вас дела? Привет, Асоль, а ты чего какая сутулая? Ну-ка выпрямись. Что, не получается? Тогда следующее упражнение поможет не только тебе, но и нашим телезрителям удержать спинку ровно и прямо. Доброе утро! Здравствуйте! Ну показывай свое полезное упражнение. Ручки вытянули перед собой на уровне плеч. Приподнимаем чуть-чуть вверх до уровня головы и раскрываем, соединяя лопаточки сзади. Подержали несколько секунд, вернули в исходное положение. Снова приподняли, раскрыли, держим, держим, вернули в исходное положение. Снова приподняли, раскрыли, держим, вернули в исходное положение. Делаем таких 10 повторений. Переходим к следующему упражнению «Двери лифта». Ручки в стороны. Представляем, что мы ручками держим двери лифта.
Они закрываются и раскрываем ручками. При этом плечики опускаются вниз. Снова двери лифта закрываются, и мы открываем двери. Снова двери лифта закрываются, и мы открываем, плечики тянем вниз. Встряхнули ручки, делаем барабан. И выпрямляем спинку. Ну как, Асоль? Спина у меня прям выпрямляется на глазах. Ну, мне еще массажик. Это не ко мне. Занимайтесь сами, занимайтесь вместе с детьми. Всего доброго. Будьте здоровы. Но мы продолжаем программу и напоминаем вам, что в будущем году мы будем отмечать 100-летие образования ТССР. Поэтому каждый понедельник мы рассказываем вам несколько фактов о разных районах нашей республики. Ну и делает это наш коллега Даниил Кинжаев, который уже появился в студии, чтобы приступить к этому, а заодно рассказать, какая погода ждет жителей одного из районов на этой неделе. Всем привет! Сегодня я расскажу про Азнакаевский район. В архивных документах первые упоминания о поселениях в этом районе датируются концом 18 века. Однако старинные кладбища с надгробиями 15 века доказывают, что люди стали жить здесь гораздо раньше. Азнакаевский район занимает 5-е место в республике по своей территории. Здесь находится одна из самых высоких точек республики – гора Четыртау. Считается, что в ее недрах содержится много серебра, а потому родники, бьющие у подножья горы, целебные. Целительные источники, живописные пруды и красивейшие пейзажи вдоль рек Ик, Старле и Манаус привлекают в район множество гостей. На гербе района изображен серебряный сокол, расправивший крылья в полете. Прекрасная птица, символ энергии, целеустремленности, свободы и олицетворяет сам район и его жителей. А ее цвет и символ чистоты, совершенства мира и взаимопонимания. Красные и зеленые цвета, присутствующие на гербе, символизируют трудолюбие и жизненную силу. Ну а теперь о погоде. Сегодня и завтра в Азнакаево и его окрестностях минус 11. В среду и четверг температура опустится до минус 18 градусов. В пятницу минус 14, в субботу минус 11 и в воскресенье минус 14 градусов. И всю неделю будет идти снег, сопровождающийся облачной погодой. Данные предоставлены интернет-порталом Яндекс.Погода. До встречи в следующий понедельник. Грейте себя и своих близких. Пока-пока! Спасибо Даниёру. Про погоду в Казани мы поговорим чуть позже, пока реклама на ТНВ. Как работает реальная экономика? На ТНВ по понедельникам в 22:10. И снова доброе утро. Мы продолжаем нашу программу. Теперь мы приступаем к кулинарным советам. Но прежде расскажем историю выпечки, рецепт, который мы приготовили для вас сегодня. Бейглы – это выпечка из еврейской кухни, и они впервые упоминаются в сборнике правил еврейской общины Кракова в 1616 году. Так, в США, где очень популярна эта выпечка, бейглы привезли еврейские мигранты. Бейглы чем-то похожи на наши бублики, но их отличает разнообразная начинка. Вот один из рецептов приготовления бейглов. Для приготовления этих булочек вам понадобится 1 столовая ложка растительного масла, пол чайной ложки соли, половина стакана воды, 2–2,5 стакана муки, 1 столовая ложка сахара, мед и чайная ложка быстрых дрожжей. Смешайте муку, сахар, дрожжи и соль. Добавьте растительное масло, воду и замесите однородное тесто. Выложите его в смазанную маслом миску, закройте влажным полотенцем и отправьте в теплое место, чтобы поднялось. В объеме тесто должно увеличиться в 1,5–2 раза. Работать с тестом удобнее будет на доске, присыпанной мукой. Разделите тесто на 6-7 равных кусков, из которых сформируйте колбаски и сверните их в кольца.
Готовые заготовки оставьте отдыхать минут на 20 под влажным полотенцем. Тем временем вскипятите воду с медом. Бейглы опустите в кипящую воду на 30 секунд. При помощи шумовки переверните их и обварите еще раз. Подсушенные на бумажном полотенце бейглы обваляйте в топпинге, кунжуте или маковых зернах и выложите на пергамент для запекания при 200 градусах в духовом шкафу. О готовности булочек можно судить по золотистой корочке. В разрезанные вдоль на половинки бейглы выкладывайте начинку из ломтиков помидоров, огурцов и лосося. Особо вкусной и нежной начинка будет, если использовать для нее сливочный сыр и зелень. Также бейглы можно обжарить на сковороде или гриле. Тогда они будут хрустящими. Приятного аппетита! Ну а теперь о здоровье женской кожи. При минусовых температурах кожа становится сухой, шелушится, воспаляется. Как этого избежать? Об этом говорим с врачом-дерматовенерологом, дерматологом, косметологом Татьяной Зайдуллиной. Не надо тебе в женские проблемы вникать, Влад. Все. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, как уже Влад озвучил, женские проблемы. Давайте теперь с вами поговорим. Забудьте. По инерции. С наступлением холодов, конечно, кожа женская, не только женская, уж и мужская, тоже она переживает стресс. Как с ним бороться, что посоветуете? Именно в холодный период. Но прежде хочу сказать, что чаще всего, да, в этот период пациентов очень много с обращением с такими жалобами, как сухость кожи, шелушение, раздражение. Очень часто беспокоят чешуйки, воспаление, чувство стягивания кожи. Причем хочу отметить, что эти жалобы характерны не только для людей с сухой кожей, но и с жирной, и с нормальной. То есть все абсолютно типы кожи склонны к таким жалобам. Ну, то есть помимо косметических процедур, мы их сейчас не будем затрагивать, возьмем самое простое. Что посоветуете? Крема какие нужно использовать? Безусловно, есть определенные особенности ухода в зимнее время. Они начинаются с самого первого, это с очищения. Хочу отметить, что обязательно очищение должно быть щадящим, не до скрипа. Ни в коем случае не используйте мыло для очищения. Можно использовать двойной этап очищения. То есть лосьон? Да, нет. Тоник? Изначально это смывать косметику, например, гидрофильным маслом или целлярной водой. Обязательно далее использовать свое средство для очищения. Гель или пенка. Если вы чувствуете чувство стягивания, сухость после умывания, необходимо заменить ваше средство для умывания на более плотную текстуру, например, бальзам или молочко. И также можно приобретать с пометкой для чувствительной кожи. Далее обязательно используйте тоники с кислотами, но не с спиртсодержащие, потому что они будут ухудшать чувство стягивания, провоцировать испарение влаги с кожи. Поэтому нужны тоники только с кислотами, которые отшелушат вам эти чешуйки и улучшат проникновение крема. А пилинги рекомендуется в этот период делать? Рекомендуется. Сейчас на секунду, можно? Да, я вас прерву на секундочку. Да, ты вообще можешь выйти. Подождите. То есть лосьоны, крема, это мужчинам тоже слушать? Или... Да, обязательно. Да? Очищать кожу необходимо
Если, например, человек пользуется косметикой, тональным средством, то очищение необходимо двойное, да, вот как я уже сказала. Если же, например, только мужчина или без косметики... А у нас мужчины тоже пользуются тональной основой, хочу я вам сказать. Как сказать? Да. То тогда можно исключить двойной этап очищения, просто использовать пенку или гель, либо там молочко для очищения. Далее тоник только по желанию, если есть проблемы, например, жирная кожа или проблемная, морщины, шелушение, шершавость. Если проблем нет, этап тонизирования можно упустить. Дальше наносим сыворотку увлажняющую, потому что зимой она необходима. И сразу же после сыворотки закрываем кремы лучше выбирать более плотные, более жирные. Можно добавлять масло. То есть не увлажняющие, не флюиды, не легкие. Да, если кожа жирная, можно оставить летний крем. Но если кожа более сухая или нормальная, обязательно более плотные и жирные. А также хочу отметить, что лучше выбирать крем для типа кожи соседнего. Например, если у вас жирная кожа, то крем для нормальной кожи, если кожа нормальная, для сухой, а если кожа сухая, для очень сухой. Таким образом, это позволит избежать тех жалоб. И обязательно не пренебрегать масками увлажняющими 2-3 раза в неделю, ну и не забывать про губы, да? Использовать бальзамы, в составе которых есть масла, витамины и пчелиный воск, например. Татьяна, скажите, ну вот к вам, как врачу-косметологу, вообще мужчины обращаются? Да, конечно. Потому что мы сейчас разрушаем мир, да? Мужчины привыкли максимум что делать? Это вот умылся и как бы пошел, все. Нет, оказывается, сейчас в 21 веке очень актуально, да, пациенты, не только женщины, девушки, да, но и мужчины очень много. С мужчинами тяжелее работать, конечно, потому что вам нужно все быстро, моментально, мгновенно, на всю жизнь и без... моментального действия. Без реабилитации. Вышел и красивый уже. Женщины, они более, как сказать, адекватные в этом. Они понимают, что это требует вложений и там отеков каких-то, синячков и так далее. И также не забываем в зимнее время обязательно... про то, что необходимо увлажнять обязательно и кожу рук, да, использовать для этого эмоленты лучше. И хочу посоветовать такой момент, то что обязательно не увлекайтесь горячим душем или ванной, потому что горячая вода провоцирует испарение влаги с поверхности кожи, поэтому лучше такой более комфортной температуры и обязательно наносить кремы либо эмоленты после. Крем нужно наносить везде, я так понимаю. Да, везде. Существуют ли общие правила по сохранению молодости и красоты? Да, конечно, существует. Но это, конечно же, правильное питание. Пить много воды, зимой в том числе. Желательно использовать дома увлажнители воздуха, потому что вредные условия окружающей среды, они в том числе отопление, и везде, и в машине, и в квартире, на улице там агрессивные температуры, да. Не забывайте про витамины, потому что витамины, обязательно витамин D. Это витамин, который входит в квартет здоровья. Его нужно принимать и зимой, и летом. Зимой это особенно. Омега-3 для увлажнения, в том числе кожи. Обязательно учитывайте рекомендации, про которые я сказала. И наносить кремы за 40 минут до выхода на улицу, чтобы не было обморожения рук или кожи лица. Любить себя. Еще момент такой, что не забывайте про то, что солнцезащитный крем нужен зимой обязательно. Да. И особенно, если солнечная погода, надеваем солнцезащитные очки. Да ладно, серьезно? Да, конечно, это... Так что ты в тренде. Я не в солнце, я в обычных. Это позволит уменьшить появление морщинок мимических. Ну, и если есть, конечно, какие-то жалобы, высыпания, морщины, сухость лица, конечно, нужно обращаться к врачам, дерматологам, косметологам. Да. Татьяна, спасибо большое. Вы сейчас как бы женщинам-то помогли, а мужской мир разрушили. Оказывается, нужно крема наносить. Руки надо вот мазать. Так что ты делаешь все правильно. Молодец. Всем пример. Татьяна, спасибо большое вам за советы. Спасибо большое вам, да. Постараемся им следовать. Мужчины, да, нам тоже, видимо, придется следовать этим советам. Придется. 21 век диктует свои правила. Мы совсем скоро поговорим о том, что интересного сегодня происходит в Казани, но до этого мы разыграем замечательный билетик. Отправим кого-то в аквапарк. Отправим самого смекалистого, интеллектуального,
Ну и того, кто быстрее всего к нам дозвонится. У нас есть вопросик, отвечайте на него и забирайте билет. Да, вопрос звучит так. Как в Америке называют американские горки? Я бы сказала, вопрос такой, с подвохом. С подвохом, да. Итак, как в Америке называются американские горки? Телефон эфира прежний, 570-50-75. Мы ждем от вас ответа. Напоминаем, вопрос такой каверзный немного. Да, дозванивайтесь пока. Афиша. Что интересного сегодня в Казани? Вот теперь рассказываем. В рамках абонемента «Музыкальный понедельник» филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан под управлением Сергея Васильева исполнит самые популярные джазовые композиции. Филармонический джаз-оркестр – один из ведущих профессиональных джазовых коллективов России, который продолжает джазовые традиции, заложенные легендарным Олегом Лунстромом. Сегодня коллектив несет почетную эстафету казанского джаза и является одним из самых успешных и востребованных музыкальных коллективов в стране, с которым охотно сотрудничают звезды джаза со всего мира. В Казани продолжает работу выставка инопланетных форм жизни. Экспозиция устроена так, что посетители будто бы попадают в секретную лабораторию, где погруженных в криогенный сон пришельцев исследуют ученые. Здесь можно увидеть представителей самых разных внеземных цивилизаций, в том числе и тех, что мечтают напасть на нашу планету. Пришедшие смогут не только внимательно рассмотреть инопланетян, но и потрогать их, узнать строение их тела и органов, увидеть на интерактивной карте Вселенной, из какой галактики они к нам прилетели. Экспозиция состоит из 4 тематических зон, а обязанности гида исполняет искусственный интеллект лаборатории. Завершает свою работу сказочный городок на Кремлевской набережной. Всем, кто хотел бы там побывать, следует успеть до конца этой недели. В сказочном городке можно зайти в гости в дом Деда Мороза, воспользоваться услугами личной почтовой службы дедушки, посетить театр эльфов и научиться у маленьких мастеров искусству изготовления сувениров и игрушек и игре на музыкальных инструментах. Кроме этого, гостей городка ждут планетарии, метеостанции, музыкальные и фотозоны и многое-многое другое. Ну а кто-то у нас отправится все-таки в аквапарк. Тот, кто знает правильный ответ, как называются американские горки. Там. Это мы их называем американскими горками. Доброе утро, как вас зовут? Алло. Алло, Да. здравствуйте. Здравствуйте. Представляйтесь. Меня зовут Илюша. Угу. Так, как же называются американские горки там? Я попробую ответить. Я думаю, что в Америке американские горки называют русскими. Русские горки, вы конечно. абсолютно правы. Да, общеизвестный факт. Мы вас поздравляем, билетик ваш, отправляйтесь в аквапарк, мы за вас рады, а мы пока завершаем гороскоп. Итак, сегодня весы могут довериться интуиции или судьбе. Каким бы прихотливым и непредсказуемым ни выглядело в этот день развитие событий, в конечном итоге оно окажется в вашу пользу. Досадные или забавные приключения, которые возможны на протяжении всего дня, не сулят вам серьезных проблем. Наоборот, они будут расширять ваш кругозор. Для скорпионов день может быть отмечен небольшим приключением. Не стоит планировать на сегодня ответственные мероприятия или пытаться начать что-то на постоянной основе. Может оказаться удачным случайный экспромт под влиянием минуты вдохновения. Стрельцы, если сегодня вы все четко просчитаете и разложите по полочкам, то у вас есть шанс восстановить отношения с любимым человеком. Главное, старайтесь предугадать развитие событий. Одиноких стрельцов ждет попытка разгадать мотивы поведения потенциального избранника. Сегодня звезды советуют козерогам забыть о таком качестве, как перфекционизм. Слишком стараясь, вы рискуете получить скромный результат и при этом утомиться от перенапряжения. Не исключено, что сегодня некоторым водолеям придется бороться со стереотипами любимого человека. Вряд ли партнер захочет с ними расстаться, поэтому, может быть, вам с ними стоит примириться. Одинокие водолеи обратятся к помощи друзей в поиске второй половинки. Сегодня рыбам звезды советуют не сидеть дома. Отправляйтесь вместе с любимым человеком активно провести свободное время. Это сблизит вас и принесет новые впечатления. Если вы пока одиноки, поход в места развлечений подарит волнующую встречу. Все на сегодня. Наша программа подходит к концу. Встретимся завтра в 8:10 на ТНВ. Светлана Звонарева. Влад Портнов. Легкого вам понедельника и хорошего дня. Пока-пока. Еженедельно о самом главном смотрите 7 дней на ТНВ.